На канале Ингушетия новости 24. Смотрите в этом выпуске. В минувшем месяце индекс потребительских цен на все товары и услуги в регионе увеличился. Данные Северокавказстата в нашем выпуске. Онлайн-юрист. Бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате оказывает Елена Мурадова. Самоизоляция с пользой. Также в режиме онлайн в Ингушетии проходит ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Начинаем выпуск с данных по коронавирусу. 9200 новых случаев заболевания ковид выявлено в России за сутки. Всего коронавирусом в стране болеют 272 043 человека. В списке выздоровевших 63 166 человек. Скончались 2537. В Ингушетии за последние сутки выявлено 36 новых случаев заболевания. Теперь в списке больных ковид официально подтвержденных 1443 человека. 54 пациента в тяжелом состоянии. 15 находятся на ИВЛ. Выздоровели 348, скончались 35 человек. С начала недели в Ингушетии в правила режима повышенной готовности внесены изменения в связи с эпидобстановкой в регионе. Отныне ношение масок и перчаток не рекомендация, а строго обязательная мера. С просьбой соблюдать режим самоизоляции и меры предосторожности к жителям обращаются в МВД республики. Глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов внес изменения в ранее изданный указ о введении режима повышенной готовности. Эти изменения вступили в силу с 12 мая 2020 года, а режим повышенной готовности продлен до 31 мая 2020 года. Введено обязательное ношение защитных масок и перчаток вне мест проживания, в общественных местах, на объектах розничной торговли, в организациях по оказанию услуг и выполнению работ на остановках общественного транспорта и транспорте общественного пользования, включая такси. Ограничительные меры постепенно ослабляются, увеличивается число граждан, выходящих на работу. Общественный транспорт будет работать активнее. Органами государственной власти, организациями, частными предпринимателями, везде, где предусмотрено совместное пребывание людей, предписано обеспечить соблюдение социальной дистанции между людьми путем разметки и регулирования доступа, а также периодическую дезинфекцию, ношение масок и перчаток персоналом. Органы внутренних дел продолжают контроль выполнения гражданами мер повышенной готовности, введенных в связи с эпидемией коронавируса, применяя к нарушителям санкции статьи 20.6 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия и лично министр генерал-майор Коробкин Михаил Владимирович требуют от граждан неукоснительного исполнения мер противоэпидемической защиты и законов Российской Федерации, поддержки полиции, врачей и иных структур, действующих в программах борьбы с эпидемией коронавируса. Совместными усилиями, дисциплиной и здравомыслием мы способны преодолеть временные проблемы и вернуться к нормальной жизни. На 3% увеличился в минувшем месяце индекс потребительских цен на все товары и услуги в регионе. По данным Северокавказстата, показатель в апреле этого года по отношению к марту составил 101,5%. На продовольственные товары он увеличился на 3%, а на непродовольственные – на 0,1%. На услуги, оказываемые населению, индекс потребительских цен снизился на 0,03%. В группе продовольственных товаров в апреле подорожали фрукты и цитрусовые, в основном за счет повышения цен на яблоки 8,5%. Апельсины порядка 2%, виноград на 2,3%. А вот свежие помидоры, по данным ведомства, подешевели на 9%, огурцы на 15%. Подорожали репчатый лук и чеснок на более 40%. В группе мясопродуктов подорожали куры на 1,5%, мясо индейки на 1%. Также рост цен отмечен на яйцо, печенье и чай. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике в конце апреля составила в расчете на месяц 4183 рубля и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2 с лишним %.
Порядка 25 тысяч тонн урожая собрано за прошлый год с полей сада «Гигант» Ингушетия. Предприятие, несмотря на пандемию и сложную экономическую обстановку, продолжает работать в обычном режиме. Разве что благоприятная погода временами не радует своим постоянством. Недавний град стал причиной гибели более 15% плодов абрикоса, груши и персика. Но аграрии планируют восстановить ущерб. В саде «Гигант» Ингушетии работу во время карантина не прекращали ни на минуту. Отчуждение на такую отрасль, как сельское хозяйство, не распространилось. Сейчас рабочие занимаются подвязкой плодовых деревьев. Мы уже меняем старую резинку на новую. Это делается для того, чтобы поддержать дерево в равновесном состоянии. Шпалера его придерживает от того, чтобы он не упал, так как у него корневая система очень маленькая. И держать такую высоту и такую махину корневая система не может. И плотность насаждения тоже создает парусность, тем самым ветра могут их погубить. Подвязать им придется абрикосы, черешню, грушу, яблоко, сливу и персик. Сорта фруктов самые разные – Грэмми Мид, Пенк Леди, Саммер Ред и Сансе. Площадь 994 гектара на 25 кварталов, 24 из которых только яблоки. Этот фрукт считается основным в саду, а чтобы получить максимальный урожай с гектара, здесь используют технологию слаборослого подвоя 70-го года. В обычном саду, если на гектаре у нас 500 деревьев, в этом в интенсивном садоводстве можно посадить до 4200 деревьев на гектар. С гектара можно получить при хорошем уходе 80 тонн. Со всего поля за прошлый год они собрали 22 тысячи тонн. Это учитывая, что сад работает не на всю мощность. При 100% работе продукции будет в 2 раза больше. После того, как яблоки поспели, их отправляют на хранение в распределительный цех. В холодильной камере они без доступа кислорода и при 2 градусах могут оставаться до 2 лет. В этом случае сад «Гигант» за полгода реализует свою продукцию. 2 линии сортировочные. Каждая линия сортирует до 25 тонн в час. Это 50 тонн мы в час можем сортировать. В сутки мы отгружаем от 350 до 500 тонн. Это где-то в среднем 20-25 куль. Перед тем, как распределить яблоки по коробкам, их моют и чистят. А из-за коронавирусной инфекции яблоки упаковывают в пакеты, чтобы потребитель чувствовал себя в безопасности. В цеху и на поле пандемия все-таки внесла некоторые коррективы в правила безопасности. Теперь персонал держится друг от друга на расстоянии 2 метров. В спецформу добавились маски и перчатки. Пандемия коронавируса на нашу работу не отразился, так как мы к нему готовились. Достаточно вовремя начали все. Мы приобрели необходимые препараты для всех. Мы обеспечили масками каждого и меняем их регулярно, меняем для них маски. Каждый работник, который приходит к нам, ему измеряют температуру 2 раза в день. Мы обрабатываем все дверные ручки, дезинфицируем все, что возможно. И помещение, и место работы. И отслеживаем это очень добросовестно и хорошо. Коронавирус не стал проблемой для сада «Гиганта», а вот капризы погоды в этом году стала причиной гибели 66% урожая. От возвратных холодов погибла половина и от недавнего града 15%. Если брать отдельно по культурам, то плоды абрикоса были полностью уничтожены. Груша 82% и 78% персик. Вот сейчас мы разбираемся с этими последствиями, обрабатываем сад для того, чтобы удержать, чтобы не заболели листья и деревья. Не заболели. Мобильные осадки, а их выпало за 5 дней больше 180 миллиметров, тоже сделали свое дело. Но много проблем. Такого года, как в этом году, давно не было в моей практике. Лет, наверное, 10-12 не было точно. В Минсельхозе отмечают, весь ущерб, понесенный садом, еще подсчитывается. По результатам всех проверок будет приниматься решение о предоставлении помощи предприятию от государства. Ущерб колоссальный, это безусловно. Урожай погиб. К счастью, сами деревья не пострадали, но пострадали соцветия. Поэтому ущерб на сегодняшний день подсчитывается. Все меры по подсчету нанесенного ущерба и
пути каких-то возмещений нами, МЧСом, главами администрации принимаются. Самая большая беда наша, что возможно, нам придется сократить примерно процентов на 50 людей, работающих на сайте гиганта. Вот это самый больной наш вопрос. Самый больной. И не только наш, я имею в виду и сады гиганта, и руководство сада гиганта, и, естественно, наш Министерство сельского хозяйства. Сейчас все силы аграриев направлены на подпитку деревьев. Их обрабатывают специальными препаратами. Подкармливать планируют 2 недели, а в течение года надеются на полное восстановление ущерба. Урожай в этом году сад-гигант даст уже в середине июня. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24. Полезное хобби, поддержка другим и саморазвитие. Бесплатная юридическая помощь в дистанционном формате теперь действует и в нашем регионе. Одной из первых, кто на безвозмездной основе решила помогать людям, частный юрист Елена Мурадова. Пандемия коронавируса не дает жителям обходить различные инстанции и получать ответы на интересующие их вопросы. И тут на помощь приходит онлайн-юрист, который, не выходя из дома, проконсультирует и подскажет, как поступить в той или иной ситуации. Репортаж Микаила Тангиева. Люди спрашивают, я потерял работу или я безработный. А как мне получить пособие, по безработице? Эти и другие вопросы и просьбы социального характера поступают ежедневно с утра и до вечера, делится Елена Мурадова. Она уже более 20 лет трудится в области юриспруденции и знает законы и права граждан, что говорится на зубок. Рабочий кабинет временно открыт прямо дома. В период самоизоляции опытному юристу пришла идея продолжить свою деятельность в онлайн-формате, притом абсолютно бесплатно. С самого начала, когда я занялась частной практикой, сразу ко мне начали поступать вопросы. И первый вопрос, который я получала: сколько стоит ваша консультация? И я поняла, что если есть у меня такая информация, я просто ею делюсь, брать за это деньги, мне кажется, это как-то непрофессионально. А когда уже начался карантин, и у людей вообще стало очень много проблем, и появилось время, это как-то само собой произошло. Пытаясь решить некоторые вопросы социального характера, многие сталкиваются с проблемой подачи заявления и даже в случае успеха переживают за дальнейшую судьбу заявки. В этом случае юрист всегда готов выслушать и дать необходимые рекомендации. В течение 11 дней заявление ваше рассматривается. Если будут какие-то сложности, что придет уведомление, что если даже будет отказано, не стоит отчаиваться. Возможно, было заявление что-то не так. Хотя я всегда говорю, заполняйте, делайте фотографии, присылайте, я буду смотреть. Может быть, где-то вы ошиблись. Или бывает, что человек что-то неправильно заполнил, и у него не уходит, он нервничает, он спрашивает. Вместе смотрим, проверяем, где-то что-то, находим ошибку. Пособия по безработице, детские выплаты и другие меры поддержки населения детально озвучиваются. Но не каждый хорошо подкован в этих вопросах. Особенно в период самоизоляции, когда люди не могут свободно выходить из дома, приходится прибегать к помощи интернет-ресурсов. Сейчас самый главный вопрос – это, конечно, меры поддержки, которые озвучил президент, которые приняло правительство. И такой большой объем вопросов и нагрузки начался после того, как было принято постановление правительства о том, что повышается размер безработицы, оплачиваются больничные в увеличенном размере, потом уже появились и меры поддержки для детей в виде доплат. И в день, я так примерно, если предположить, поступает не меньше 200 вопросов. Бесплатно оказывать юридическую помощь в онлайн-формате Елена Мурадова планирует вплоть до конца режима самоизоляции. К этому времени некоторые организации и суды возобновят свою работу, и помогать в таком же усиленном темпе уже не получится. Но люди уже привыкли к такому формату, делится юрист. И для виртуальных подписчиков пару часов в день у нее всегда найдется. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. В Ингушетии проходит ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году в связи с неблагоприятной эпидобстановкой все мероприятия были перенесены в онлайн-формат. Лекции и видеоэкскурсии от сотрудников музея ИЗО, онлайн-выставки и мастер-классы из мастерских художников Ингушетии. Зрители в режиме реального времени могут увидеть вокальные, инструментальные и танцевальные выступления онлайн-гостей акции. Наш корреспондент тоже впечатлился.
такой трогательной песни в исполнении Любови Барахоевой стартует акция «Ночь музеев». Программа очень насыщена, а для погружения в мир искусства не нужно даже выходить из дома. Все происходит онлайн. Одной из первых присоединилась к акции, подхваченной в музее ИЗО региона, мастер декоративно-прикладного искусства Лидия Хамхоева. Мастерица давно известна на всю республику своими уникальными работами в сфере вышивки. В активе Лидии национальные наряды, оригами и, конечно же, уникальные картины вышивкой полосками. Главный хранитель музея ИЗО Мадина Хамхоева также провела экскурсию по творчеству известных художников Хож Ахмеда Имагожева и Зелимхана Исмурзиева. Картин очень много, и помимо красивых эскизов, в каждом холсте заложен глубокий смысл. Эксперты и историки считают, что значение этой битвы не получило до сих пор должной оценки. Хотя Малгобекская оборонительная операция занимает особое место среди событий Великой Отечественной войны. В августе 1942 года на подступах к городу развернулась самая ожесточенная битва, от исхода которой во многом зависел исход войны в целом. Это лишь немногие, кто уже присоединились к акции, которая успела стать традиционной. Онлайн-экскурсии будут доступны на официальных сайтах Ингушского государственного музея и Музея изобразительных искусств до 11 вечера. В программе мастер-классы от ингушских художественных мастеров, экскурсии по главным музеям Ингушетии, а также вокальные и поэтические приветствия от именитых актеров театра и вокалистов. Решил к 75-летию Великой Победы создать небольшую коллекцию на тему Великой Отечественной войны. Вот смотрите, Орден Славы 3-й степени, Боевого Красного Знамени Орден, Орден Октябрьской революции, это все боевые награды. Вот это медаль партизану Великой Отечественной войны. В период самоизоляции акция «Ночь музеев» – хорошая возможность окунуться в мир искусства и истории прямо с экранов компьютера или смартфона. Несколько часов любители искусства и не только точно не заскучают. Идрис Ижиев, Новости 24. Лучше и выше гор могут быть только горы, тем более, если их украшают постоянные водопады. Жемчужиной горной Ингушетии по праву считается Ляжгинский водопад. Именно он приковывает внимание тысячи туристов каждый год. Маршрут к нему изучила и наша съемочная группа. Из живописного Джейраха сюжет Идриса Ижиева. Даже когда на равнинной части грязь и слякоть, горная Ингушетия встречает солнцем, восхитительными пейзажами и, конечно же, свежим воздухом. Одно из красивейших мест нашей республики – Ляжгинский водопад. Это чудо природы находится вблизи сельского поселения Джейрах, в 1,5 километрах от лечебно-оздоровительного комплекса Арамхи. Горные маршруты известны как своей красотой, так и сложной проходимостью, но это не про Ляжгинский водопад. Добраться до него не составит труда каждому желающему. В пути скучать не придется. Вековые деревья и быстрые горные речушки подарят не только визуальный восторг, но и духовное умиротворение. Вырвавшись из шумной городской среды, только наедине с природой человек по-настоящему отдыхает. Мостик, перекинутый через отток Ляжгинского водопада, служит ориентиром для туристов, ведь после переправы до цели рукой подать. Всего в Ингушетии 3 водопада, но именно Ляжгинский приковывает больше всего внимания туристов по ряду факторов. Даже в самый жаркий день, когда у нас на равнине вообще духота, невозможно сидеть, здесь всегда прохладно, здесь комфортная температура для человека. И все люди, кто устал от этого, от зноя, от жары, они сюда приезжают. Тропа, как мы видим, благоустроена. То есть в плане похода, что пройти нигде проблем нету. Даже для самых таких не приспособленных для походов людей. Опять же, непередаваемая красота, шум воды, сесть, там, поесть шашлыки, там, поесть арбуз. Самое лучшее место для этого. И опять же, в плане сюда легко добраться, потому что все населенные пункты рядом.
и дорога рядом. В этом плане всего очень удобно и хороший маршрут. Ляжгинский водопад прекрасен, особенно в жаркое время года. Миллионы каплей воды вблизи этого чуда природы образуют настоящий природный холодный душ. Масштабы этого водного объекта поражают, а смотреть на тонны воды, разбивающиеся о многовековые скалы, можно часами. Ляжгинский водопад – одна из сотен частей незабываемой ингушской природы. В горах нашего края каждый человек получит массу эмоций, а также отдохнет душой и телом. Идрис Ижиев, Новости 24. Сегодня в 21:00 в эфире нашего телеканала смотрите информационную программу «Новости СКФО» с Зелимханом Калоевым. Сейчас анонс главных тем выпуска. Спасибо врачам. Благодарность за нелегкий труд. Выражаем большую благодарность и признательность за оказанное нам внимание. Около 700 продуктовых наборов поступили в медицинские учреждения Ингушетии. 4-й по счету. В Черкесске заканчивают отделку нового инфекционного госпиталя. Здесь будет централизованная функция сжатого воздуха и вакуума, кроме кислорода. Это очень удобно в работе. Насколько коек он рассчитан и какие в нем условия? Граната вместо подарка. 12 человек в больнице, 1 арестован. Именно здесь проживает нервный сосед, который и учинил кровавую расправу. Никого. Громкое ЧП в Ставропольском крае на дне рождения учительницы. Цветы жизни под угрозой. 28 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Активное движение идет. То есть, если поступило 5-6 человек, выписываем 6-7 человек, опять же, тут же поступает 6-7-8. Зараженных детей смертельной инфекцией в Ингушетии с каждым днем все больше. Как быть? Чуть-чуть окантовки и покороче. В Гунипском районе Дагестана началась стрижка овец. Задача – остричь более 30 тысяч голов мелкорогатого скота. Пока мы отдыхаем, они отвечают за наш комфорт. Мы проводим, вот за моей спиной видно, прокладываем трубу в кожух 720 диаметр. В Грозном продолжаются работы по реконструкции водопроводных труб и канализационной системы. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.